Ассаламу алейкум. Хотелось бы немного в контексте, упоминая о поездке Ахмада Закаева на полигон военных сил Чеченской Республики Ичкерия, который находится на территории Украины, обратиться, ну не так обратиться, а просто высказаться в этом русле. Так вот, Кадыров и его окружение долгие годы пестовало и банковала, говоря о том, что больше никогда в жизни не будет ни войска чеченского, не будет ни Ичкерии, не будет ничего из того, что было до того, как ты и твой отец стали на сторону врага. Так вот, посмотрите внимательно видео, послушайте, что говорит Ахмад Закаев, послушайте, что говорит Абдул Хаким. Послушайте, посмотрите и внимательно послушайте, особенно вот эти звуки выстрелов. Это такой звонкий посыл вам всем, кадыровцам, чтобы вы остановили свою деятельность. И ваш конец уже недолго, абсолютно. Вам осталось совсем недолго. И чем сильнее будет войско Ичкерии, тем слабее будет каждый из вас. И вы это прекрасно знаете. И я уверен, что Кадыров готов сегодня заплатить очень большие деньги, чтобы, чтобы посеять смуту, раздор, сделать все, что вот в его руках, все, что возможно, чтобы не было вот этой армии, которая сегодня образовывается на территории Украины. И мне особо хочется поблагодарить военное руководство Украины, политическое руководство Украины за то, что сегодня они вконец поняли, кто враг, а кто друг, и дали возможность чеченцам собрать свои силы, восстановить свои силы и направить вот этот кулак по освобождению, на освобождение нашей Чеченской Республики Ичкерия. Готовься, Рамзан, готовься, пусть готовится твое окружение, пусть готовятся все люди из числа кадыровцев, которые до сих пор занимаются беспределом, занимаются убийствами, унижением чеченского народа. Готовьтесь отвечать. Вам придется отвечать за все это. Потому что каждое действие имеет противодействие. А вы их натворили очень много. И вы думали, что безнаказанно все это вам сойдет с рук. Что вы будете все время вот так жить и банковать. И что ваш беспредел, он останется, уйдет в культуру чеченскую, уйдет в адеты, наши традиции, ваш беспредел. Иншаллах, такого не бывать. И сегодняшнего восстановления нашего войска тому доказательство. Это только начало. Готовьте ваши отмазки, готовьте ваши... Я уверен, что у таких людей, как у Хамбиева, например, до сих пор где-то сохранены документы, что он являлся министром обороны. Я уверен, что у вас все это есть. Готовьте все это. Вам мало поможет это, но нам будет в радость осознавать, что вы забыли свои корни, и когда вам уже с вас каждого будут спрашивать, вы вдруг начали вспоминать, что вы чеченцы. Ну, тут есть, наверное, одно но. У вас есть возможность. Это не касается Кадырова и его ближайшего окружения. Они уже определены самим народом. Дейл Мостребу, то есть врагами не только народа, врагами Всевышнего. Вас уже народ определил. Но есть возможность у остальных кадыровцев остановиться, прекратить весь беспредел, который они творят в отношении чеченского народа, покаяться перед теми или иными людьми, которых они обидели,
которых они заставили, дали почувствовать унижение. У вас есть сегодня возможность. Воспользуйтесь этой возможностью, потому что завтра утром эта возможность этой возможности у вас уже, возможно, не будет. Поэтому я призываю вас перестать работать на Кадырова, перестать работать на систему Российской Федерации, вспомнить, что вы чеченцы, вспомнить, что вы произошли на этой земле, чеченской земле, что вы являетесь хозяевами этих территорий, что не русский закон или что-то русское, вообще оно не имеет никакого отношения к чеченскому народу, к чеченской земле, и встать на защиту своей родины. У вас есть эта возможность. Сейчас у вас есть эта возможность. Я не могу сказать, что вот конкретно вот такие шаги вы должны делать, но я вот призываю вас раскаяться прямо сейчас, уйти с этих структур, перестать быть рабами Путина, перестать быть инструментом в руках Кадырова, который вас все эти годы заставлял, обманывал, делать зло против чеченского народа. У вас есть эта возможность. Воспользуйтесь ею. Сделайте, вспомните, что вы чеченцы. Оставьте что-то хорошее для ваших детей, для ваших потомков. Не записывайте себя навеки вечные в предатели, в людей, которые в момент, когда чеченскому народу нужна была помощь, вы встали на сторону убийц нашего народа и стали творить то же самое, что и убийцы чеченского народа. Вспомните, еще раз я вас призываю, вспомните, что вы чеченцы. И люди, которые занимаются пытками, унижениями, валлахи, ни одно ваше злодеяние, оно не забыто. Ни одно ваше преступление не забыто. Ни одна слеза, которая была пролита из-за вас, она не забыта, и она будет отомщена, иншаллах. Это следователи, оперативники, прокуроры, дознаватели. Это касается вас. У вас тоже есть возможность искупить свою вину. Воспользуйтесь этим. Если вы сегодня начнете работать на правительство Чеченской Республики Ичкерия, будете помогать в расследовании тех или иных преступлений, в которых вы лично участвовали, возможно, судебное решение против вас будет более смягчающее. Иначе будет по-другому. В первую очередь, я, как человек, который прошел через все эти жернова пыток, призываю тех, кто выжил, немедленно со мной связаться, и непосредственно следователя, тех 2-3 оперативников, которые остались живых. Докажите, что вы являетесь чеченцами. Докажите, что вы переживаете за свой народ. И если же вы не будете выходить на связь и не будете никоим образом содействовать истинным патриотам Чеченской Республики Ичкерия, своему народу, то вы навеки останетесь в списках террористов, в списках тех людей, которые предали чеченский народ. Вот такое послание у меня. А с остальные, чем сильнее будет наше войско, чем больше будет наше войско, остальные все, они просто сами прекратят свою деятельность.